Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И коротко о главных темах. В Якутии закрываются классы из-за COVID-19, ОРВИ и гриппа. Ряд учреждений образования перешел на дистанционный режим обучения. Деятельность крупнейших республиканских медицинских учреждений во время рабочего объезда проверил глава региона Айсен Николаев. В Алекминске торжественно открыли водоканал. Там завершился первый этап федеральной программы. Глава Якутии Айсен Николаев посетил крупнейшие республиканские медицинские учреждения. Рабочий объезд прошел в рамках национального проекта здравоохранения. Так, новейшее оборудование для республиканского онкологического и гериатрического центров было закуплено еще в прошлом году. О новшествах якутской медицины в материале Саргаланы Неустроевой. Тем, что онкология молодеет с каждым годом, уже никого не удивишь. Сейчас в рамках борьбы со страшным заболеванием существует множество национальных и региональных программ, позволяющих заметно улучшить качество диагностики и лечения. В рамках переоснащения мы получили достаточно такую хорошую аппаратуру, хороший парк медицинской техники, начиная с магнитно-резонансного томографа, лабораторных диагностикумов, лабораторной аппаратуры, заканчивая всеми моментами, которые касаются даже расходных материалов. Да? Разумеется, самое главное в борьбе с онкологией – ее ранняя диагностика. Здесь на помощь приходит новая роботизированная патологоанатомическая установка, которая не только позволяет назначить эффективное лечение. В исследованиях с такой лабораторией напрямую могут участвовать самые крупные научные институты страны. Помимо прочего, теперь в онкологическом центре есть и магнитно-резонансный томограф нового типа. Таких не только в республике, но и по всей стране, всего 3. Сейчас заканчивается уже окончательное его лицензирование. Мы уверены, что его ввод уже в марте месяце, конечно же, позволит, опять же, качественно повысить оказываемые медицинские услуги в онкодиспансере. Это очень важно, потому что для борьбы с этой страшной болезнью республика сейчас вкладывает тоже очень большие средства. Не отстает от степени оснащения и гериатрический центр. Здесь, наконец, появился собственный аппарат КТ. Ранее пациентов приходилось возить практически в другой конец города. Некоторые из них такие перемещения переносили крайне плохо. По сути, тяжелых пациентов нам приходилось возить именно в поликлинику, транспортировать, иногда даже с кислородной подушкой, с амбу, что, конечно, в свою очередь приводило к дискомфорту. Поэтому появление второго томографа именно в стационаре гериатрического профиля очень отрадно. И мы возлагаем на него большие надежды. Теперь по распоряжению главы республики в гериатрическом центре установили кислородную станцию. Сам стационар рассчитан на 100 коек, а это значит, что 100 тяжелобольных теперь имеют индивидуальный доступ к кислороду. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов вакцинации. Созданы 110 мобильных бригад. Получили первую вакцину 36 635 человек, вторую 19 433 человека. На сегодняшний день активно получают прививку от коронавирусной инфекции в городе Якутске, в Алданском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Усть-Алданском районах. В Якутии из-за COVID-19 закрыты 26 классов, а 42 класса из-за ОРВИ и гриппа. Об этом сообщили в Минобрнауки. В связи с выявленными случаями закрыт на карантин детский сад «Солнышко» села Покровка Амгинского района. Частично закрыты 23 группы в 20 детских садах. В Якутске 17, в Чурапчинском районе 6. В учреждениях общего образования в очной форме работу продолжают 388 школ, в очно-заочной 244, в дистанционной форме 9. Сегодня в городе Алекминске прошло торжественное открытие водоканала. В ходе реализации федеральной программы «Чистая вода» завершен первый этап работ. Подробности в материале далее. Чистая вода – залог здоровья. Этот год был объявлен главой республики годом здоровья. И символично, что именно в 2021-м торжественно был открыт водоканал в городе Алекминске. Мы реализовываем федеральную целевую программу «Чистая вода», которая входит в национальный проект «Экология». Впервые в истории на территории нашей республики реализовывается данная программа. Это первый объект республики, открытый по федеральной программе «Чистая вода», подчеркнул Виталий Семенович.
Вопрос по качеству воды ставился жителями Алекминска на протяжении многих лет. Сегодняшнее открытие – важный этап для каждого. Отрадно, что наш район участвует в подобных федеральных целевых программах и дает нашим жителям возможность пользоваться качественной водой. Сегодня мы закончим реализацию первого этапа по данной программе. После экскурсии по водоканалу в режиме ВКС алекминчан поздравил глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Он же дал команду «Пуск». В рамках нацпроекта мы запустили региональный проект «Чистая вода». Согласно проекту стоит задача по итогам 2024 года обеспечить 76% населения практически республики чистой питьевой водой. И очень хорошо, что первый объект по данному нацпроекту мы открываем в Алекминске. В этом году мы можем сказать, что 1 марта будем после реконструкции в рамках благополучия населения Вилюйской группы улусов, это уже региональная программа, будем открывать станцию в селе Верхневилюйск. И далее по чистой воде, по федеральной программе, также смело ожидаем открытия водоочистной станции в городе Покровске. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. С января этого года все счетчики газа, срок поверки которых истек, считаются неисправными. Их показания не могут использоваться при расчете выплаты за коммунальные услуги. Напомним, период действия моратория, введенного правительством из-за пандемии, весной прошлого года истек. Чтобы избежать переплаты, абонентам необходимо провести ревизию приборов учета и уточнить срок поверки измерительных устройств. Если паспорт счетчика утерян и оттиск на приборе не читается, либо показания за потребление не передавались более 3 месяцев, нужно позвонить в службу единого окна компании «Сахатранснефтегаз». В Хандаге в прошлом году на первом этапе реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилого фонда построено 2 каменных многоквартирных дома. С начала этого года в райцентре приступили к сносу аварийных домов по улице геолога Юрия Кудрявого, жители которых переехали в эти дома. В Хандаге из 225 многоквартирных домов, находящихся в собственности муниципалитета, аварийными и ветхими признаны 86 домов. В этом году на втором этапе реализации программы предстоит снести 12 домов. Поселковая администрация мы договор сделали 3 дома. Разобрать дома, потом полностью мусор убрать и гравелем засыпать. У нас каждый бригада 5 человек работает. Сейчас у нас 2 дома. Я разбираю, потом уже 3-й дом буду разбирать. На втором-третьем этапах по всей улице геолога Кудрявого будут возведены каменные дома. В этом году продолжится строительство 28-квартирного жилого дома по улице Магаданской. В 2022 году по улице Строителей будут возведены каменные дома площадью более 5000 квадратных метров. Переселены 18 домов. Мы сегодня, вступив в эту программу, понимаем, что проделана большая работа для того, чтобы Якутия вошла в эту программу. И вот такими огромными темпами, как никогда, реализовывался этот этап программы. После улицы геолога Кудрявого сносу подлежат дома по улицам Молодежная, Строителей, Петра Алексеева, Энергетиков. До конца реализации программы 2025 года многоквартирные дома возведут по улицам Кудрявого, Строителей, Магаданской. Центр Хандаги практически заново будет отстроен. Это долгожданное событие для поселка, где более 20 лет не велось строительство жилых домов. А самые старые дома датируются 36-38 годами постройки. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. Программа поддержки молодых оленеводов стала доступна во всех районах Якутии. Они могут получить 1 миллион рублей на строительство или покупку жилья. Единовременное право на получение социальной выплаты предоставляется оленеводам младше 35 лет, которые не менее 4 лет занимаются домашним северным оленеводством. Также получатель субсидий должен отработать в отрасли еще 5 лет. Коллекцию авторских кукол по мотивам романа якутского писателя Василия Яковлева «Далан Тыгын-Дархан» представили на 11-й международной выставке искусства куклы в Москве. Масштабная коллекция уже стала открытием проекта «Народная кукла». Экспозицию СЭХ создавали кукольники под руководством Каролины Парфеновой. О успешном дебюте кукол из Якутии в репортаже Туяры Константиновой.
Каждая деталь композиции, лица, костюмы, аксессуары скрупулезно создавались по эскизам художника по костюмам кинофильма «Тыгындархан» Дарьи Дмитриевой. Кукольные мастерицы участвовали в съемках массовых сцен, создавали характеры своих героев, вдохновляясь игрой киноактеров. Я ощутила себя, как будто я в Якутии вообще сейчас нахожусь. Энергетика идет неимоверная от этих кукол. Я очень рада, что увидела и познакомилась с этими бесценными людьми, которые вот своими золотыми ручками вот это все творят и делают. Кукла – это не только костюм, кукла – это еще и лица. В кукле очень важно в обобщенной форме передать вот именно вот это состояние духа. И у многих мастеров это получилось. Вот такую куклу надо обязательно показывать, потому что она является симбиозом современных тенденций и то, что идет изнутри народа. Как признаются зрители, куклы из Якутии стали настоящими послами республики, далекого края, где не забывают историю и национальные традиции. Конечно, мастерство, которое мы увидели в куклах, это одно. Но меня больше поразили люди. Мастера, которые готовы делиться своими традициями вот так широко, свободно. Впечатление было им в якутах, знаете, такие люди серьезные, молчаливые. А здесь такая широкая душа, как вот огромное такое поле. Фестиваль «Народная кукла» для большинства художников – это не только возможность показать себя, но и учебная площадка, где делятся секретами создания уникальных авторских кукол. Я удивлен и приятно поражен, что появляются мастера, которые работают с деревом. Это очень сложный материал. Мало художников, которые берутся работать с ним. Мне очень понравились работы. Надеюсь, что и дальше на выставках я буду видеть новые работы именно в дереве. И очень важно, что эти работы не продаются и возятся целой большой коллекции, чтобы все вот эти крупицы, собранные от каждого мастера по чуть-чуть, вот это вот передавали всю мощь этого края. Даже поехав на небольшую выставку, я думаю, поднимет все на мировой уровень. Москва станет лишь начальной точкой путешествия кукольных героев из Якутии. Впереди их ждет гастрольный тур по улусам республики. Кроме того, коллекцию уже сейчас хотят увидеть в Великобритании и во Франции. По словам авторов, после московского показа коллекция пополнится и новыми героями исторической киноэпопеи. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. На этом завершаем выпуск новостей. Далее вас ждет много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. Ну и, конечно, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и дезинфицировать руки. До встречи в эфире.